Маждалат, Сахам Сарнокуси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Я только что записала разговорный, можно сказать, ролик, который даже не собиралась записывать. А сейчас мы с вами будем готовить. Мы с вами сегодня будете вы со мной на связи, можно сказать. Как смогу, так и буду снимать. Так, хочу вам показать. Сегодня 1 марта. Я не знаю просто, когда выйдет этот ролик, потому что иногда у меня бывает такая запарка, что я не успеваю все вовремя выпускать. Так, вот такой вот заказ у меня. Я не знаю, видно или нет. Не знаю, как это будет. Но я вам прочитаю. Печеночные шарлотки 7 штук, крабовый салат 1 килограмм, пельмени 2 килограмма, вареники с картошкой килограмм, вареники с творогом 1 килограмм. Это один заказ, который должен быть готов к 5 часам вечера. Второй заказ. Котлеты по-киевски 10 штук, картофельное пюре, не знаю, сколько надо будет уточнить, и салат нежный. Вот таких вот два заказа. Я вчера только хотела сделать пельмени и вареники в заморозку поставить. У меня поступил заказ, мне нужно сделать лепешки. Я как раз перед этим в ролике тоже говорю. Заказ был на 6 лепешек, а я аж 12 налепила. Так, ну что, приступаем к нашей работе. И да, друзья, как раз как это пельмешки. Я хочу передать привет моей подписчице с Ингушетии, с Плиева, Заре, с которой мы часто общаемся и по WhatsApp. И, между прочим, с ее подачи я даже начала искать тесто-раскаточную машину свою. И как раз в этот процесс, в действительности, по воле Всевышнего, она мне показала, она тоже занимается этими полуфабрикатами с сестрой. Она мне показала свою тестораскатывающую машину, и как-то я загорелась с ее подачей, начала ее искать, смотреть, и как-то по проведению, как-то вот Всевышний действительно как будто бы услышал это, не как будто бы Всевышний это, конечно, слышит. Моя подписчица в этот момент уже начала, оказывается, с моей дочкой Мадиной договариваться о том, чтобы мне купить в подарок. И как раз у меня все время были разговоры о этой тестораскатывающей машине. Я звонила сыну, хотела в рассрочку купить. Но та машина, которую она мне показывала, стоила 35 тысяч. И я хочу сегодня ей передать огромный привет. Зара живет в Плиеве. Зара мярщахильху. Спасибо тебе огромное, Далса Абдултха. Вот такой вот привет я хочу ей передать в Ютубе. Ну а теперь приступим к нашим заказам, к моему сегодняшнему дню, да. Так, без очков я все-таки не вижу, поэтому иногда их одеваю так и так. Так, значит, первым делом я сейчас поставлю замешивать тесто. Так, у меня немножко опять, хоть и новую мы купили подставочку под телефон, тоже немножко не работает, ну это самое, не держит телефон хорошо, этот iPhone тяжелый очень. Так, сейчас я подключу это к стабилизатору, потому что свет у нас не тянет. Все, значит, у меня тут 2 килограмма муки. Я уже взвесила. Как бы так снимать, чтобы и меня было видно, да, и то, что я делаю, было видно. Включаем. Насыпаем где-то 1,5 килограмма муки. И начинаем замешивать тесто. Ну, это мое тесто, наверное, всем уже и поднадоело. Так, тут у меня 900 миллилитров воды. Пока нальем не все. Сейчас нужна соль. Мне надо быстро сделать эти заморозочки, чтобы я уже спокойно делала другие заказы, потому что, другие подготовки для других блюд. Сегодня мне обед. Самое главное, не надо готовить, потому что я уже себе вчера
И курочек поставила в духовочку, пожарила. Ну, такие вот эти свиночки. И головы семги у меня тоже в духовке пожарены, потому что у меня, как я говорила в прошлом ролике, мои морозилки просто под завязку. И уже то, что не помещалось, я вытащила и сразу же их запекла, чтобы не пропали как бы, да. Поэтому и суп у меня стоит чечевичный. Для 7 сегодня готовить мне не надо. Так, 2, 3, 4, 5. И да, я вот это все перед тем, как снимать, смазала. Маслом надо смазывать. Очень много вопросов про этих и тестомесы, и про тестораскатку. И вопросов, и спрашивают, где купила. Постоянно я отдаю номер телефона, номера и сайтов, с которых мои подписчицы покупали. На сайтах, между прочим, они дешевле, чем даже в тех местах, где мы покупали и тестомес, и тестораскатку. Теперь я дальше досыплю муку. Долью эту воду, закрою и минуты 3-4 все это будет крутиться. Так, ну вот, друзья, тесто мое уже готово. Достанем его и начнем работать. Но это действительно очень облегчает труд, друзья. Кто купит, тот не пожалеет, мне кажется. Пока она мне работает вера и правда. Единственное, да, вот не хватает напряжения у нас. Хоть даже вот подключаю стабилизатор. У нас настолько бывает слабое напряжение. Даже вот сейчас подумываю купить еще одну морозилку, собираюсь. Если я включу еще одну морозильную камеру. Не знаю, что будет. Но, скорее всего, я, наверное, один из холодильников просто выключу. Холодильник, шкаф, который... Его, скорее всего, придется выключить, потому что не потянет. А еще у меня и витринный холодильник стоит сломанный, надо его сделать. Он тоже мне нужен будет ближе к весне, к лету, потому что все-таки не все же в морозильниках хранить, пока ты готовишь, пока салаты, то все, особенно на праздник, особенно на свадьбу, когда готовишь, это нужно. Нужны холодильники. У меня есть витринный холодильник, но он сломан. Так что его тоже придется сделать. Но вот потянет он или нет. И, наверное, надо будет покупать, скорее всего, стабилизатор, ставить прямо у входа. Ну, на столбе, где вход у меня, как его, электричество, или как даже, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, чтобы на все мое электричество в доме стоял стабилизатор до поступления в дом. Что-то такое надо придумать. То маленьких 2 стабилизатора у меня есть, но они для каждой вещи. Потом будет получаться, что у меня и там, где нет стабилизатора, например, стиральная машина не будет тянуть, мне кажется. Вообще, по большому-то счету, здесь нужно был стабилизатор ставить не я, а именно, скорее всего, это должна была делать администрация села, потому что мы сидим, можно сказать, на одном трансформаторе, который не предназначен для такого количества домов. Но вряд ли это сделает администрация. Это, наверное, надо будет собирать деньги нам самим. И самим нам, жителям, соседям, ставить стабилизатор. Ой, стабилизатор, трансформатор. Так, сейчас я это разделю на 2 части и положу в кулечки пока. За это время, что пока тесто будет мое лежать, я сделаю фарш, пюре. И сейчас надо посмотреть вообще-то пюре. Так, где же?
Это вес. Займусь фаршем. Так, ну что, мои дорогие, все, пришлось переиграть. Я только начала лепить пельмешки. Налепила буквально два лоточка, ну где-то 1,5 килограмма. Даже полтора нет. И заказ, о котором я говорила, который у меня в 3 часа пересмотрели, они хотят, чтобы его доставили им теперь к часу. Поэтому мне нужно делать быстро заказ. Я поставила варить картофельное пюре. Это в этом заказе, значит, 10 куриных котлет по-киевски, салат нежный и картофельное пюре на 4 человека. Это такие обеды. Я этой девушке уже их, наверное, вообще-то это заказчица Танзилы. Она постоянно с ней работает, но последние вот то ли 4, то ли 5, сегодня, по-моему, то ли 5, то ли 6, я точно не знаю. Заказ делаю ей я. Так что и теперь будем делать. Обычно, да, она всегда просила, чтобы к 3 часам был заказ все время, но сегодня вот она решила, не знаю, по своим обстоятельствам, чтобы я сделала к часу. Ну, как получится, потому что сказано только что. Ну, картошка уже варится. Сейчас я посмотрю, сколько времени. С доставкой вот ровно без 2:12. Картошка уже варится. Сейчас поставлю масло еще разогреваться, чтобы пожарить котлеты. Котлеты, как вы знаете, у меня есть в заморозке. Вчера 4 штуки, нет, 6 штук вчера пожарила. У меня их всего было где-то 22. Вот выручают такие заморозочки. Так, я в том ролике говорила. И поэтому сейчас я не буду себя снимать, потому что я повязала косынку сзади. Когда что-то спешу, когда вот эти вот все как их пары, мне она мешает все-таки. Так. Но прежде чем я это буду собирать, мне нужно поставить разогревать масло для жарки котлет. Так, ну вот, поставила сковородку разогреваться с маслом. За это время быстро соберу этот салат. И вы знаете, как удачно я вчера как раз отварила все вот эти вот косточки. Вот так вот. Но это заказ идет, по-моему, если я не ошибаюсь, эти обеды в больницу. Поэтому то, что сразу вот в такую формочку, это ничего страшного. Этот салат можно сделать, как я уже говорила, перекладывая жареными шампиньонами. Можно огурчик, кто что любит. Я, если честно, не люблю ничего лишнего. Мне нравится просто, вот как сейчас я приготовлю, без грибов, без огурца. Просто он настолько просто его приготовить. Если даже осталась у вас там отварная курочка, в принципе, можно. Если даже осталась какая-то курочка запеченная, да, именно вот, разделать вот на такие волокна. Кукуруза, яйцо вареное и майонез, и все. Ну и грецким орехом присыпать. Если хотите, можете просто сыром присыпать. Ну, это очень нравится всем моим домашним этот салатик. Когда у меня есть всегда, вот остается, сварила курочку, мясо осталось. Кукуруза всегда у меня есть, яйцо тем более у любой хозяйки в доме есть. И кукурузу, наверное, тоже я всегда покупаю с запасом. И тоже даже не на продажу, а просто так для дома, чтобы была кукуруза, горошек, все такое так, бывает. Все, картошечка варится. С этим заказом еще ореховый торт, но торт испекла Мадина, дочка моя. Так, ну все, мяса хватит. Так, мясо у меня варилось в подсоленной водичке.
с лавровым листиком, с морковочкой, с лучком. Потом присаливать не надо. Сейчас просто сделать майонезную сеточку. Ой, не чудила. Так. Масло разогревается. Можно просто размазать, не обязательно делать сеточку. Вот вчера мы просто поужинали этим салатиком, можно сказать даже. Он просто сытный, очень вкусный. Лишнего ничего не надо. Так, теперь кукурузу кладем. Снова слой майонеза. Следующим слоем можно было или вместо кукурузы положить обжаренные грибы шампиньоны. Или свежий огурчик. Кто как хочет. Салат, он на то и салат, что можно как-то что-то обыгрывать. Так. Теперь яйцо натрем. Ну, сколько там мяса, наверное, в отварном виде? Где-то грамм 200 было уже отваренной курочки. Считайте, вот банка кукурузы, 2 яйца и чуть-чуть майонезика. Ну и грамм 30-40, наверное, грецких орехов. Хотите, если не хотите грецких орехов, то можно просто присыпать натертым сыром. Но мне нравится именно сочетание грецкого ореха в салатике. Так, масло накалилось у меня, по-моему. Сейчас посмотрю. Так, и когда я сказала, что я начинаю ролики, то не успеваю, все-таки девочки говорят, ну хоть немножко, хоть что, хоть начатое, хоть законченное. Хоть что, но надолго не пропадайте. Так что по мере, как я могу, так и буду, друзья, снимать, так пока не будут переносить камеру.
Сейчас я просто кладу обжаривать котлеты горячее масло. Надо быстро его отправить и доделывать уже тот, потому что я сделала только, как я сказала, чуть больше килограмма. Пельмени мне надо еще и вареники налепить. Дело в том, что налепить, они еще должны заморозиться. Они у меня есть, размолотые. Посыпаем грецким орехом. Ну а дома я его делаю в этом, ну, салатнике сразу. И все. Этот салатик наш готов. Ждем пока теперь пюрешку и котлеты. Так, ну вот как видите, мы теперь перевернем наши котлетки. С одной стороны они уже обжарились под крышкой. Теперь без крышки они должны дожариться. Одна котлетка лишняя. Сейчас посмотрим, что тут. Вот видите. Просто она уже, я не сразу начала разрезать, остыла. Но если в горячем виде, то сыр и масло просто вытекает. Просто заказ. Видите, вот, видите, какие сочные масла. Вот. Это очень вкусные котлетки. Вот. Так, ну вот, друзья, первый заказ отправляется. Торт Мадина все-таки прислала. Ехал домой мой сын, он забрал у нее. Салат нежный, 10 котлет по-киевски, и пюрешка отправляются в Плиево. Так, друзья, как я и говорила, снимать не получилось, потому что у меня еще один заказ поступил. Получается, третий заказ. Я уже выполнила все 3. Вот этот вот заказ отправляется в Икажево. 2 килограмма пельменей, 2 килограмма вареников, ну, с разной начинкой, картошка и творог. Вот такие вот печеночные шарлоточки и салат крабовый. И, девочки, еще вот такой вот заказ, небольшой заказ. Отправляется, обе машины приехали одновременно. Короче, салат сугроб и вот таких вот 7 котлеток по-киевски отправляются в магаз.